В настоящее время проводим реконструкцию захоронения. Обозначаем камнями места, где изначально находились останки князя с княгиней. В этом году курган Аржан-2, где обнаружено самое богатое захоронение скифского вождя, отмечает 20 лет с момента начала его раскопки. В кургане обнаружено более 20 килограммов золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в зверином стиле. Кроме этого кургана, здесь зарегистрировано 720 захоронений, в связи с чем за ним закрепилось название «Долина царей». В настоящее время курганы стали местом поклонения диких туристов, вызывая этим опасения у историков. Владислав Тавриштаевич, прошу вашего содействия, чтобы Долина царей попала в программу охраны ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. В то же время ученые понимают, что запрет посещения курганов не панацея. Лучше организовать этот поток, сделать его законным. Оборудовать погребально-поминальный комплекс инфраструктурой, позволяющей смотреть, но не трогать. Этаким музеем под открытым небом. Сделать Долину царей привлекательной для туризма и в интересах республики. Это дополнительные инвестиции. Вы приехали вот в такое удивительное знаменательное время, когда мы накануне столетия создания ТНР, да? А у нас еще свой праздник есть, вот тоже очень важный, 40 лет создания нашего музея, который имеет непосредственное отношение вот и к тому, что сейчас памятник создается, и к тому, что восстановлено имя честное и благородное, и его, так сказать, заслуга Иннокентия Георгиевича. В Пихеме есть еще одно замечательное историко-культурное место, которое незаслуженно не привлекает внимание туристов. Это филиал Национального музея республики в городе Туран имени Сафьяновых. Музей хранит историю об одном из выдающихся общественно-политических деятелей республики, основателей государственности Тувы Иннокентии Сафьянове. Среди экспонатов можно заметить уникальные реликвии. Вот, например, вот посмотрите, вот вроде бы новенький сепаратор, да, вроде бы, а ему лет 150, наверное. Это фирма стокгольмская. Следующее туристически привлекательное место Пихемского Кажуна по праву считается традиционное место зимнего отдыха жителей Тувы – станция Тайга. С подведением к станции электричества и воды с этого года появилась возможность значительно расширить спектр комфортной зоны для отдыхающих. Получили поручение изучить возможность обустройства склона для обеспечения возможности катания на горных лыжах. Также в части создания первоначальной инфраструктуры в виде современных и красивых пунктов проката, пунктов общественного питания, обустройства парковочной зоны и освещение зимней лыжной трассы для беговых лыж. В том числе для того, чтобы у нас была возможность кататься на горных лыжах, необходимо поставить бугельный подъемник. То есть эту возможность, конечно, мы будем оценивать и предложим комплексное решение в виде эскизного проекта. Для этого мощности хватает? Да, на сегодняшний день пропускная способность используется меньше, чем на 10% из того резерва, который есть по электроэнергии. Владиславом Хавалыгом было отмечено, что в республике нет мест для экологического отдыха людям с ограниченными возможностями. Станция Тайга открывает им эту возможность. Мы сегодня посмотрели, есть проект действительно для инвалидам, колясочникам, да, действительно там можно устроить трассу очень удобную из деревянных досок. Такое сооружение уже сейчас есть где-то на 300 метров, да, уже. И дальше по мере приобретения соответствующего материала это все будут достраиваться. Заказчиком нового проекта стало республиканское государственное бюджетное учреждение «Природный парк Тыва». В данном участке мы на следующей неделе уже планируем тропу, экотропа для людей с ограниченными возможностями. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Бады Су Менги. Он уже начинает с завтрашнего дня, там подготовительную работу начинает делать. Для чего делается, чтобы для людей с ограниченными возможностями? У нас в республике очень мало таких инфраструктур, особенно в тайге, чтобы люди отдыхали на колясочники или инвалиды, слепые, глазами, которые... для них это делается, чтобы отдыхали. Вокруг у нас тут по пути будет только кедровый лес. Чтобы претворить все планы в жизнь, силы и средства есть. Работы уже начались. Требуется теперь только желание и серьезный подход к поставленным задачам. Сайгын Бюрбю, Буян Мангуш, Мирана Иргит, Тува 24.